Новый коварный вирус COVID-19 или коронавирус стал главной проблемой всего человечества. Ежедневно со всего мира поступают сводки о заболевших и умерших. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день коронавирус унес жизнь около 13 тысяч человек. Выработаны общие меры по борьбе с пандемией. Страны идут по пути самоизоляции, закрываются границы, ограничено транспортное сообщение. На улицах городов-миллионников пусто. Власти призывают не покидать свои дома без острой необходимости. Коварный вирус уже совсем приблизился и к нам. Зафиксированы случаи заражения у границ Абхазии. Сегодня мы узнаем, как власти Абхазии готовятся к возможной вспышке коронавируса у нас в стране. Располагает ли Минздрав республики необходимыми тестами? Почему в Абхазию пропускают большой поток туристов? Добрый вечер, мы работаем в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях начальник медицинской службы и начальник Центрального военного госпиталя Министерства обороны Республики Абхазия Зураб Ачба. Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Анзор Гуов. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Начальник отдела пограничного контроля пограничного отряда СГБ Абхазии Рудольф Цыба. Заместитель председателя Государственного комитета по курортам и туризму Астамур Барцыц. Добрый вечер. И главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения и социальной защиты Анжела Арчели. Добрый вечер, дорогие гости. Спасибо большое за то, что пришли к нам. И вот прежде чем мы приступим к основной беседе, я бы хотел коротко зачитать о том, что в этом направлении пишут наши СМИ. 24 марта его президента Валерий Бганба подписал распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Деньги на борьбу с коронавирусом выделят из резервного фонда президента Абхазии. Власти Сухума попросят помощи в покупке лекарств у диаспор Москвы и Турции. Парламент Абхазии обратился к жителям нашей страны и попросил без острой необходимости не выходить на улицу. Гудаутская больница станет резервным госпиталем для возможных больных коронавирусом. То есть это вот такой небольшой обзор нашей прессы. Очевидно, что какие-то меры предпринимаются. Вот вопрос в том, насколько эти меры эффективны, достаточно ли их, ну и, наверное, главное понимать, насколько эти меры исполняются. Я вам хочу сказать, что за последние 2 дня в редакцию нашей программы поступили десятки вопросов на эту тему. Люди очень волнуются и, в принципе, не особо скрывают свое волнение, но один из главных и часто задаваемых вопросов связан с абхазо-российской границей. Вопрос звучит следующим образом. Почему на абхазо-российской границе наблюдается такой большой поток туристов, которые приезжают к нам в Абхазию, и кто их проверяет, и, говорить прямо, почему абхазо-российская граница не закрыта. Астамур Хицкурович адресует этот вопрос вам, потому как вы сегодня представляете Госкомитет по курортам и туризму. Так ли это в принципе? Много ли людей, туристов приезжают к нам в Абхазию? Добрый вечер. На самом деле очень много дезинформации идет, которая на самом деле не подтверждается. Согласно распоряжению, которым мы все ознакомлены, с 25 числа, с 0 часов, то есть 25 число, как наступает, экскурсионная деятельность на территории Республики Абхазия приостановлена, вне зависимости от форм, которыми турфирмы, государственные, негосударственные, их партнеры, которые находятся, все уже уведомлены. На сегодняшний день ни одной экскурсии на территории республики не проводилось. Если будет выявлен какой-то факт, то он, конечно, будет придан огласке и будет разбирательство по данному факту. Вот Астамур в социальных сетях, в частности WhatsApp, гуляет сообщение, в котором девушка говорит о том, что экскурсионный маршрут на Рицу работает. Вы можете либо подтвердить, либо опровергнуть? Вы знаете, мы связывались с нашими коллегами, которые работают в Рицинском национальном парке на КПП. Мы переслали вот эту информацию, о которой вы говорите, и она оказалась дезинформацией. Они нашли этого человека, который распространяет данную дезинформацию. Рицинское КПП закрыто для посещения, потому что является государственным объектом. Так же, как и Наафонская пещера. Что касается частных, то есть источники, кинги, или иные другие, то уже, честно говоря, меры воздействия там закрыты они или открыты, это уже в частном порядке. Но все государственные учреждения, они закрыты.
экскурсионные. Рудольф, давайте поговорим с вами. Все-таки факты пересечения абхазо-российской границы налицо. Мы все видели видео, в котором такая большая очередь из машин людей, пытающихся приехать в Абхазию. Как обстоят дела на самом деле на абхазо-российской границе? Кто Здравствуйте. контролирует? По поводу этого видео, что я хотел бы сказать, это видео было снято после того, как был установлен тепловизор, так называемый, на государственной границе. То есть тот момент, когда он начал работать. Он вызвал очереди пробки, в связи с чем образовалась данная пробка из транспортных средств, из лиц, которые пересекают государственную границу. Как здесь сказали ранее, со вчерашней ночи, с 24 часов, для экскурсионных автобусов, для экскурсий государственная граница как бы закрыта, никто не пропускается. Также сегодня мы с руководителем, с командиром пограничного отряда выезжали в пункт пропуска, провели там рекогносцировку на местности, исполняется ли данное постановление или нет. Также разбирались в той ситуации, которая складывается, так как мы не можем ограничить граждан России, обычных граждан, не те, которые входят в то число, которое является в группе экскурсии. По частному решению, когда проводим опрос, если человек говорит, что едет отдыхать или с целью туризма, мы его разворачиваем. То есть сегодня после обеда данные граждане не пересекают государственную границу. Скажите, до сегодняшнего дня какое количество туристов приехало в Абхазию, находится здесь и дальше будем обсуждать? На данные вопросы ответить сложно будет, так как у нас... Можно, Да, конечно, конечно. На сегодняшний период экскурсионная деятельность составляет в день около 200 человек, не более. Подождите, экскурсионная деятельность все-таки осуществляется до сегодняшнего дня? Да, естественно. А которые приезжают сюда отдохнуть на неделю, на 2 недели? Мы должны понимать, есть организованные экскурсионные группы, есть индивидуальные, то есть неорганизованные. Вот как их проконтролировать на самом деле? Человек переходит границу, и он говорит, я иду к родственнику или там к друзьям. Но на самом деле он идет сегодня в объект размещения, в дом отдыха, в пансионат и заселяется. То есть запрета на заселение в гостиницу сегодня нету. А дальше он, естественно, может арендовать транспорт и поехать по Абхазии погулять. Ну, насколько вот этот запрет, которого нет, необходим? Пожалуйста, Зураб Амехович. Добрый вечер. Прежде всего, этот запрет должен был, наверное, выйти еще и пораньше. Дело в том, что когда мир узнал о коронавирусе, все страны забили тревогу. И дело в том, что я считаю, что чуть-чуть опоздавший такой был проект, и эти все постановления наши, и Совбеза, и министерств, границу должны были закрыть намного раньше. Сегодня говорить о том, что она наглухо закрыта, конечно, это неправда. Люди едут, может быть, не так, как раньше, не массово, но и тем не менее люди едут. Весь вопрос совершенно заключается в другом. Вопрос заключается в другом. Любой, который приезжает, будь он гражданин России, Абхазии, заезжает на территорию нашего государства, на него распространяется карантин. Есть в связи с нехваткой медикаментов, там, я не знаю, там, специалистов, мы, врачи, выработали такую систему. Тут, наверное, госпожа Сколько нам более подробно все это объяснит. То есть те, которые фактически нет никаких симптомов, мы их отпускаем по домам, или там, как вы говорите, в гостиницы, но под четким контролем там или местных органов власти. То есть если в деревне, значит, там глава администрации, если там город разбит на сектора, там участковые, фельдшера, врачи и так далее. То есть те люди, которые заехали на территорию Абхазии, не должны быть незамеченным, они должны быть как бы на виду у органов власти, чтобы не было распространения. И поэтому карантин, он выполняется, наверное, ну, не совсем
Ну, получается, так, что как люди хотелось бы, приезжают допустим, в врачам. Абхазию, и никто не контролирует, находятся ли они на карантине или нет. И сложно говорить, являются ли они переносчиками этого коронавируса. Получается, мы совершенно не защищены. Абсолютно. Я могу еще больше добавить. Буквально вчера поезд Москва-Сухум заехал там, я не знаю, с гражданами, с туристами, разницы нет. То есть на вокзале города Сухум вышло большое количество людей, абсолютно бесконтрольно, абсолютно все разъехались кто куда. То есть по-любому они должны были быть помещены на карантин. Карантин это не значит, чтобы я хочу обратиться к телезрителям, наверное, они думают, карантины да, пришли, схватили, там в какое-то медучреждение привезли, закрыли, это не так. Если есть какие-то там, какая-то симптоматика, то да, он поступает в медучреждение, врачи его смотрят, контролируют и так далее. Но если там нет никакой симптоматики, то они уходят на дом, с ними ведется профилактическая работа, беседа, что они не имеют права покидать дома, или если он там в гостинице, то территорию этой гостиницы не имеет права покидать на определенное какое-то количество времени. После чего уже там на 10-11 день уже карантин снимается, да? Я, наверное, правильно говорю? Людмила Вильбертовна, вообще прошу На вас... 14, я извиняюсь, на 14 день, все, тогда уже карантин снимается, если нет никаких там явлений, там, температуры и так далее. Спасибо большое, Людмила Вильбертовна. Прошу включиться в нашу беседу. Ну, картина такая. Люди абхазо-российскую границу пересекают. В принципе, себя не самоизолируют. Они также находятся среди и наших граждан в том числе, и никто не может точно сказать, болеют эти люди или не болеют. Как действовать в этой ситуации? Какие меры предпринимаются? Почему получается так, что мы оказываемся совершенно беззащитны? Мы защищены будем только тогда, когда мы разорвем все наши контакты. Для этого и принято распоряжение, исполняющее обязанности президента, где четко прописано, что каждый из нас сам, являющийся гражданином этой страны, должен иметь ответственность за себя и за свою страну. Нет, мы сейчас перекладываем ответственность на граждан, нет. Когда, в принципе, этот вопрос должен решаться на государственном уровне. Ни в коем случае. Вы понимаете, это та инфекция, когда действительно она коснется каждого из нас. Никакое государство в мире не может ограничить перемещение гражданина или ограничить его свободу. Но ответственность каждого из нас и составляет именно государство. Если сам человек не выйдет на улицу, а, как говорил Амехович, будет находиться в доме, самостоятельно ограничив свою свободу, никто никогда не встретится с больным Людмила человеком. Вильбертовна, получается, вот и Астамур Хицкурович тоже подключайтесь, пожалуйста, все. Да. У нас есть дома отдыха, в гостинице, в которых работают местные граждане. Их с работы никто не отпускает, потому как туда приезжают туристы. Они либо должны будут уйти насовсем с работы, чего сделать не все, сейчас я договорю. Получается, что туристы приезжают, люди, которые работают в этих гостиницах, они вынуждены ходить на работу. Вот это как? Кто контролирует? Кто готов обезопасить сегодня сотрудников гостиниц и дать им гарантию того, что если они не пойдут работать в гостиницу, их никто не уволит завтра? Но дело в том, что в этом распоряжении четко написано, что сократить персонал работающих на объектах. И предписано, что каждый руководитель своего объекта должен оставить минимальное количество. Особенно это касается граждан старше 65 лет. Там отмечено, что люди, имеющие малолетних детей, должны будут отправлены по домам. И вот когда этот объект не будет справляться уже со своими
размещенными там людьми. Волей-неволей На у нас практике, не будет этого. к сожалению, на практике, естественно, готовясь к этому эфиру, мы звонили, спрашивали, на практике дела обстоят другим образом. Люди в полном составе, коллективы некоторых гостиниц ходят на работу. Да. И никто их от работы не освобождает. Можно я еще Да. все-таки Да-да-да. ремарочку сделаю? Дело в том, что вы это звонили на тот период времени, Сегодня. когда... Ну, я понимаю, нельзя перестроить все в течение 24 часов. Вы понимаете, распоряжение только вышло сегодня утром. Да, оно было размещено на сайте вчера вечером, Ну да. но вышло сегодня утром. Нельзя, извините меня, взять вот с сегодняшнего дня, вот сразу в течение 15 минут, сделать все, как предписано распоряжением. Понимаете, естественно, нужно перестроить свою работу. Надо как-то соотнести с теми людьми, которые уже были размещены. Я вам гарантирую, что пройдет время и, естественно, будут выполнены те требования, которые в этом распоряжении есть. А там прописаны очень много моментов, которые, цепляясь один за одним, приведет к тому, что поток туристов обращающихся, понимаете, не государственных компаний, которые делают туристическую деятельность, а именно самообратившихся, то есть которые приезжают самостоятельным порядком. Они будут вынуждены просто покидать нашу республику. Мы закрыли объекты общепита, мы закрыли все культурно-массовые мероприятия, мы закрыли спортивные объекты, мы закрыли все музеи, мы закрыли все объекты посещения туристов. Вы понимаете, ну нечего делать в Абхазии, если это все не работает. Ну, сейчас, на данный период времени, сюда приезжают люди ведь не отдохнуть, а просто спастись от коронавируса. Саид Инверович, как бы в дополнение к информации просто хотелось бы рассказать. В туриндустрии, в общем, в Абхазии работает от 17 до 20 тысяч наших граждан. В общем, в этом бизнесе. И у каждого из них есть семья. Ну, грубо говоря, 4 человека. Умножим 20 на 4, получается 80 тысяч населения, которое работает в этой отрасли. И это очень, конечно, печально, что сегодня такая ситуация складывается. Но мы тоже информируем, разъясняем субъектам турбизнеса, как работать на основании данного распоряжения. Но меры наказания какие-то последуют в отношении руководителя гостиницы, который не отпускает своих сотрудников на период карантина. Может, Анзор Назунович, вы нам расскажете, как действовать в этой сфере? Ну, в связи с постановлением, с распоряжением правительства, нам поставили на МЧС задача организовать службу на границе ПСО, то есть медицинское сопровождение. Поэтому сегодня были выставлены наши девочки, и пост взят под контроль медицинский, где тепловизор, и измерить температуру всем въезжающим гражданам Республики Абхазия и иностранных граждан. Малейшее подозрение, которое есть, то есть оно будет фиксироваться и передается сразу же главному санитарному врачу и в МВД. О том, что заехал такой гражданин с температурой, если не значительной температурой, ему предписано находиться дома, с ним разговаривает, объясняет ситуацию. Если он не нуждается в госпитализации, ему всю дорожную карту расписывают. Если есть подозрение на высокую температуру, которая измеряется тут же, его сопровождают в больницу сразу же. Нам переданы силы Минздрава и медицинской службы Министерства обороны. То есть там стоят 6 человек наших, которые контролируют полностью всю эту ситуацию. Ну как же дома, если они в гостиницах и там Нет, работают ну, вы люди? знаете, Я понимаю, что я настаиваю все на одном и том же, но хотелось бы услышать они все какой-то, может быть, фиксируются, если более температура конкретный есть, вопрос. они фиксируются, и тут же информация передается и главному санитарному врачу, и в МВД. Может быть такое, что человек, ну вот он переходит границу, проходит все эти процедуры, тепловизор, тест, температура, все это не выявилось, а на следующий день он оказался больным. Конечно. То есть это не сильно действующий метод? Нет. Ну, это, В наверное, течение 14 Да. дней, почему именно этот вот период выделен, что именно в этот момент, от первого контакта, в течение 14 дней, в любой момент может повыситься температура и проявиться именно симптоматика
данной инфекции. Саид, Вот. мы должны говорить не о том, как наказывать или что-то. Мы должны говорить о сознательности наших граждан в данной ситуации, которая складывается, чтобы они проявляли сознательно Ну, Астамур подход к Хицкурович, этому. кроме Зураба Амеховича, никто не пришел сюда в маске, например. Но он ее снял. Ну да, но в любом случае, вот если мы Хорошо, давайте говорим по-другому о скажем. Вы самосознании, об дезинфекцию аудитории ответственности. сделали здесь? Нет, ну я об этом и говорю, как раз таки. Ну давайте Речь начинать с идет- себя тогда. Ну вот я и говорю, речь идет о том, что либо мы должны, может быть, здесь все вместе рассказать, что все очень серьезно, либо сказать, что в принципе такой серьезной проблемы нет. Анжела Алексеевна, включайтесь, пожалуйста. В целом, как вы оцениваете ситуацию? Как разворачивается борьба с недопущением коронавируса к нам в страну? Значит, к вопросу о маске пока вернемся. Зураб Амехович на самом деле показал, что на самом деле нужно относиться к своему здоровью, уважать здоровье окружающих людей. Но при предписании Всемирной организации здравоохранения маску носит или больной пациент, который защищает окружающих, или медперсонал, который контактирует с больным, предполагаемым коронавирусной инфекцией. Что касается на данный момент, мы смогли протестировать ряд пациентов, которые у нас вызывали сомнения о возможном наличии у них коронавирусной инфекции с недавнего времени. К счастью, ни у одного из пациентов этот диагноз не подтвердился. На данный момент у нас в день около 35-40 обращений только ко мне. В основном это пациенты с гипертермией, но по сравнению с тем, что было их 60 или 70 в день, количество пациентов с сезонами ОРВИ намного уменьшилось. Это уже радует. Что касается тяжелых пациентов, всегда спрашивают, есть у вас тяжелые и тому подобное. Пациентов, жизнь которых вызывает тревогу, на данный момент, к счастью, нет. Вызвано именно сезонным ОРВИ. Ну, я так понимаю, что для того, чтобы выявить коронавирус, должны быть какие-то специальные тесты, специальная техника, медицинская техника. Мы располагаем необходимой аппаратурой, техникой. Как вы проверяете этих 40 человек, которые к вам поставили? Вы неоднократно... Интересно, тесты есть или нет у Да, вас? есть. Тесты есть. Вот Людмила Вильбертовна потом подробнее расскажет. У нас около 400 тест-систем, подаренных нам Российской Федерацией, потому что купить их практически невозможно. Многие сегодня звонят и спрашивают, да можно мне протестироваться? Да. Приходят пациенты с лабильной психикой, молодые девушки, вечером, вот я задыхаюсь, наверное, у меня коронавирус. Но у нас, с учетом того, что наши возможности ограничены, мы должны понимать, что есть пациенты, которые нуждаются в данном исследовании. Если бы у нас их было много, или там экспресс-тест-систем, где бесплатно в странах пациентов, желающих людей всех обследуют, то у нас имеется два показания для исследования на коронавирусную инфекцию. Они не бесплатные? Бесплатные, абсолютно бесплатные. Когда у нас их не было, мы также просили санэпидемстанцию и отправляли в Ставропольскую референсную лабораторию. Также коронавирус у пациентов не был подтвержден до того, как у нас не было тест-систем. Значит, я еще раз возвращаюсь к вопросу, чтобы не было, а можно мне провериться? Да? Такого, к сожалению, мы не можем себе позволить. Поэтому только в двух случаях мы исследуем пациентов на коронавирусную инфекцию. Это пациенты с отягощенным эпидемиологическим анамнезом, с проявлением ОРВИ или ОРЗ, как хотите, можете назвать. И вторые пациенты с тяжелыми внебольничными пневмониями, априори, которые могут быть заражены коронавирусом. Пока на данный момент так. Но я надеюсь, я думаю, что мы все надеемся, медики особенно, что по мере уменьшения количества наших тест-систем нам придет подмога и появятся еще новые тест-системы. То есть их используют, потом они непригодны к использованию? Они одноразовые, к сожалению. Да, только на 400 исследований. То есть, это совсем мало получается. Да, это, к сожалению, да. А для вентиляции легких аппаратов есть? Можно я добавлю? Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Значит, сегодня Министерством финансов мне дано добро, и мы везем еще 600 тестов. Куда обращаться, по какому номеру, кому звонить, Ни куда в коем приезжать, случае рассказывайте. обращаться, как сказала Анжела Алексеевна, не надо. Никаких заборов у населения мы делать не будем. Ни платных, ни бесплатных. Никаких. Это только по строгим показаниям. Вы понимаете, это не экспресс-диагностика, это диагностика на специфическом оборудовании. Она ведется довольно-таки длительное время. И
ни в коем мере не нужна тем людям, которые просто у себя нашли какую-то старую патологию, например, в виде Оставим эту двухгодичного. категорию людей. У кого Да. кашель, температура, но все симптомы говорят о том, что Только это обращаться коронавирус. Куда? в лечебные учреждения республики, которые будут озвучены по горячим линиям, которые будут госпитализированы в наши стационары. Забор этих анализов будет производиться специалистами, которые находятся в этих медицинских учреждениях. И они будут передаваться нам только в виде анализа. Я хочу добавить, так как брать посевы из зева, из ротоглотки у пациентов, это достаточно опасная процедура, потому что мы имеем с высококонтагиозной инфекцией, и она очень высокоопасна, поэтому забор должен осуществляться в специальном обмундировании и специалистами специально обученными. И также перенос этого биологического материала тоже должен осуществляться определенным образом. Поэтому на деле осуществляется так. Если у меня появились подозрения по поводу пациента, который обратился ко мне там, на первичном приеме или в стационаре уже, то мы звоним инфекционистам или звоним Людмиле Вильбертовне, нашим эпидемиологам, или Беляевой Алле Ивановне и сообщаем, что такой-то пациент вызывает у нас сомнения, после чего мы осуществляем по разрешению, то есть мы советуемся в виде консилиума, пусть это будет по телефону, и осуществляется забор материала у пациента. И он отправляется, приезжает специальная бригада из бак-лаборатории со специальным контейнером, и препараты забираются в бак-лабораторию. И не всякая лаборатория, я пытаюсь опередить Людмилу Вербетовну, не может осуществить эти анализы, потому что должна быть специально подготовлена, потому что это высокоопасный биологический продукт. Особо на эти тесты рассчитывать не приходится. Я так Нет, я вам расскажу. Дело в том, что сотрудники для того, чтобы нам была разрешена методика исследования, ездили в Ставрополь, специально обучались именно диагностике коронавирусной инфекции. Сколько таких сотрудников у нас обученных Всего уже в есть? лаборатории у меня работает 2 сотрудника. На всю страну. Да. И этого достаточно. Это вовремя вы дополнили. Этого достаточно. Почему? Потому что 2 аппарата, 2 сотрудника. И тот объем диагностирования, который пойдет, сами тест-системы имеют вид планшет. Мы можем исследовать сразу до 80 проб. А 2 аппарата вы имеете в виду вот это то, о чем спрашивал Астамур Хицкурович, это вот аппараты? легких. Нет. Это уже лечебный Это та процесс. диагностика, которая установлена в моей вирусологической лаборатории и которая полностью закрыта. Естественно, нет никакого контакта у них с внешним миром. Это все закрыто. Естественно, вы понимаете, что это вирусная инфекция. И чтобы она не вышла за пределы лаборатории, это все очень-очень-очень серьезно ограничено. Да, Зураб Михайлович, вы Я хотели вообще добавить. считаю, что наш сегодняшний разговор пошел совершенно в другом русле, ненужном. Мы говорим сейчас в данный момент очень много ненужных слов, потому что мы здесь дискутируем. Вот буквально мои коллеги подтвердят мои слова. Мы сегодня на базе республиканской больницы собирались. Было очень много интересных докладов. Все мы это обговаривали, кто, куда, что и так далее. Какая больница будет головной в случае массового поступления, так скажем. И вот эти все подробности, они, в принципе, неинтересны, потому что... как неинтересно? в данный Люди момент, хотят минуточку, знать, они могут проверить или не могут проверить? В данный момент мы здесь в эфире для того, чтобы нас слушало население, которым медицинская терминология вообще не интересует. Они должны и хотят знать правду. Что этот вирус очень опасен, естественно. Но многие думают, все, заразился, все, умер, и на мне точка. Неправда. Я могу успокоить граждан, что у этого вируса смертность такая же,
как у обычного гриппа, то есть 10% от общего числа. Но вся опасность заключается в том, что она очень быстро распространяется, и в основном умирают именно те, это пожилые, у кого там соматика с хроническими заболеваниями, вот основная масса это. И, к великому сожалению, на самой передовой стоят врачи, медперсонал и так далее. Вот статистика мировая показала вот это. Что касается детей, такого молодого возраста, ну, там, скажем, процентность, конечно, там тоже есть, естественно, но очень низкая процентность по сравнению с людьми пожилого возраста. Вот что хотят слышать, какие наши граждане. Это люди все читают. Я все-таки хотел бы вернуться к методике лечения. У нас есть какая-то продуманная методика лечения. Попал тяжело больной в больницу. Что мы с ним делаем? Значит, смотрите. Мы должны понимать просто, насколько мы в этом плане мы готовы. медики, как и любые другие, наверное, специалисты, каждый день учимся. То есть мы не только читаем обычную прессу, мы общаемся со своими коллегами за рубежом, потому что мы читаем каждый день новые рекомендации входят по лечению коронавирусной инфекции. Поэтому какая-то стратегия у нас выработана. Потому что, новые методики. Что касается по течению заболевания, то есть есть легкая форма, когда просто признаки ОРЗ. Это головная боль, гипертермия, может быть там насморк и тому боль в горле. Есть средней степени тяжести, это пациенты с пневмонией без признаков дыхательной недостаточности. И тяжелая форма – это пневмония с дыхательной недостаточностью. И очень тяжелая форма, когда у пациента развивается на фоне пневмонии именно. Это основная причина смертности у данных пациентов с признаками полиорганной недостаточности. Во всем мире считают, что пациенты с легкой формой, там, с насморком, с гипертермией могут находиться дома. Вот всегда делается акцент на том, что самоизоляция пациента с легкими признаками заболевания для того, чтобы он не получил нашу внутрибольничную инфекцию. Просто Зураб Амихович уже с Людмилой Вильбертовной это слышали, мы это все прекрасно знаем, но еще раз озвучиваем. Нет, мы хотим знать, мы не слышали. Почему мы говорим, что пациент должен самоизолироваться? Если у него нет никаких факторов риска, то есть это заболевание сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, гипертония и заболевания бронхолегочной системы, тяжелые хронические, то пациенту лучше самоизолироваться. Пневмония – это всегда бактериальные осложнения вирусного заболевания, поэтому бактерии, выращенные нами в больницах, внутрибольничная инфекция для данного пациента будет во много раз хуже, чем пневмония, там, допустим, внебольничная. Поэтому, как мы говорим, внебольничная пневмония всегда протекает намного легче, чем внутрибольничная, нозокомиальная пневмония. В средней степени тяжести они госпитализируются, и тяжело, естественно, в реанимационное отделение. Что касается, мы всегда говорим, как нам дифференцировать, вот потому что если, не дай бог, что начнется, то любой врач, вне зависимости от узкой специализации, будет стоять на переднем фронте, и никто из наших никогда еще не отказался, и даже в этом не сомневаюсь. То же касается медицинских сестер и санитара, которые точно так же будут, думаю, на передовой. Надеюсь, до этого мы не дойдем. Что касается именно терапии пневмонии, то есть тогда назначаются противовирусные препараты, хотя Россия на сегодня уже рекомендуют начинать противовирусные препараты при легкой степени заболевания. На данный момент наиболее частая схема – это калетра, препарат лопинавир и тонавир, который мы используем у ВИЧ-инфицированных. И повторите еще раз, я думаю, для наших телезрителей будет важно, что это за препарат. Не надо. Почему не надо? Вы понимаете, знаете, сейчас все население бросится это искать, но они совершенно не нужны для профилактики, не используются. Это для лечения в стационарах. Да. Называется просто калетра, это препарат ингибитор протеаз, и второй препарат – это препарат противомалярийный, хлорохин, и еще используется интерфероны. Или чаще всего еще тамифлю или асальтамивир, который мы использовали при лечении свиного гриппа H1N1. Но все, знаете как, там во всех рекомендациях написано показания и необходимость назначения противовирусных препаратов у пациентов тяжелых решается врачебным консилиумом, потому что это не доказательной базы достаточно нет, поэтому это все будет симптоматически. Давайте поговорим о самоизоляции, насколько у нас получается самоизолироваться. Мы видим, что в принципе на сегодняшний день не получается. Тут еще такая проблема возникла. Они все пишут, они все говорят, там люди пытаются, естественно, для того, чтобы самоизолироваться, нужно какой-то минимальный объем продуктов купить. Тут резко выросли цены в магазинах.
резко выросли цены в аптеках. Наши гости, вы все, как бы каждый в своей мере причастен к борьбе с этим вирусом. Это ведь последствия. Вот то, что я перечислил, это тоже последствия возможной вспышки вируса. Как это контролируется? Кто-то регулирует цены, кто-то контролирует аптеки. Я понимаю, что есть люди, которые хотят на этом заработать деньги. Может быть, Анзор Назрунович, вы расскажете, есть какие-то планы в этом направлении? Как мы можем Это защитить работа людей? вообще Минздрава. Я думаю, что государство сегодня должно на определенном этапе эти цены регулировать. Я думаю, что выйдет, наверное, постановление Кабинета министров о недопущении поднятия цен на определенные виды лекарств, которые должны быть установлены четко. И ввоз их, продукты? это, я думаю, что это будет правильно. Если эти аптеки не будут выполнять эти требования, то лишать их лицензии. По-другому это не получится, потому что определенный набор лекарств, который нужен для лечения этого заболевания, он должен быть остаться на этой цене. Если даже у людей не хватает, то государство должно датировать или выкупить эти лекарства и отдать лечебным учреждениям. У нас есть, и все это знают, социально уязвимые слои населения. Не все могут позволить себе пойти в супермаркет и на 5-7 тысяч рублей в среднем купить себе минимум необходимых продуктов. Получается, что те, кто себе это позволить могут, они заполняют супермаркеты, скупают все необходимые продукты, а люди, то есть социально уязвимые семьи, одинокие старики, многодетные семьи остаются просто один на один с этой проблемой. Кто помогает? Планируется ли им помогать? Анжела Алексеевна, как представитель Минздрава, пожалуйста. Значит, я занимаюсь в основном лечебным процессом, но вопросы обсуждались, во-первых, о волонтерской службе. Я думаю, социальные службы, думаю, будут этим заниматься вплотную. И я вот хочу сказать, что когда беда касается народа, не должен человек думать о своем кармане. Правильно? Беда обычно объединяет. Поэтому те, кто повышает цены, как бы они там ни говорили, что там вот мы по закупочной цене по более высокой купили, все-таки совесть должна быть на первом месте, я думаю. Поэтому, во-первых, приказом, насколько я знаю, в проекте приказа было указано, что будут регламентированы цены и не будет наказуемо повышение цен, которые были раньше. Тем не менее, мы должны помогать друг другу. И, думаю, Министерство здравоохранения и соцобеспечения в любом случае с этого дня однозначно буду интересоваться этим каждый день. Я думаю, что мы будем помогать однозначно. То есть будет запланирована какая-то сумма, да. Можно будет буквально купить продукты и я тоже думаю. И отвести второе, людям, которые в этом... вот, да. Вот я понимаю, что это не в вашей компетенции. Вопрос в том, что каждый из вас участник вот этой вот борьбы против вируса. И есть медицинская сторона, а есть вот простая житейская, где мы не равны, у нас у каждого свой заработок, свой доход. Кто-то может себе что-то позволить, кто-то нет. И тот, кто не может себе этого позволить, остается незащищенным. И вопрос задаю вам, потому как рассчитываю на то, что, может быть, защитить, постарайтесь именно вы. Должна быть какая-то социальная корзина, должна быть. Безусловно, я об этом и говорю. Да, должна быть понятно. Есть, планируется? Корзина. Да, планируется. Правительство решает эти вопросы, потому что вчера буквально вот мы были на совещании, при котором был определенный расчет сделан для того, чтобы потребительская корзина, которая нужна будет для каждого гражданина Абхазии, чтобы в случае вот такого кризиса могли восполнить ее за счет государства. Вчера уже обсуждали. Есть сроки примерные, в которые будет реализовано вот это вот постановление, поручение, я приказ? думаю, что правительство, наверное, это вот буквально завтра, послезавтра решит. И, Саид, да, извините, Зураб Михайлович, я хотела сказать, вот Людмила Вильбертовна сказала, что пациентам не нужно, как называется, препараты, потому что они будут опасны в неумелых руках. Да. И что я хочу сказать, что у нас есть неприкосновенный запас, он небольшой, правда, к сожалению, на случай того, если появится коронавирусная инфекция в наших... Но сегодня было приятное событие, что Российская Федерация мы отослали список на 1000 пациентов пока со всеми необходимым списком препаратов и медицинского инструментария, который к нам крайне будет необходим. Они нам одобрили, сказали, что в ближайшее время, надеюсь, это будет. Поэтому запасаться препаратами, там кроме жаропонижающих, и вот по поводу жаропонижающих хочу сказать, что эксперты ВОЗ не рекомендуют использовать препараты ибупрофен при коронавирусной инфекции, поэтому ибупрофен на данном случае это будет табу. А все, что там парацетамол, аспирин, любые жаропонижающие, да. Но все, что
более сложно, это однозначно нет. Можно подытожить ваши слова? Получается, что в ближайшие дни Минздрав Абхазии будет располагать всем необходимым для того, чтобы помочь 1000 заболевших. Да, это будет первый этап, но это Минздрав подал заявку, в формировании заявки участвуют все специалисты, которые будут задействованы в лечении данных пациентов, поэтому мы надеемся, это уже зависит, к сожалению, не от нас, но в скором времени эти препараты будут у нас. Но около 100 человек у нас резерв сформирован. Тут еще... Еще я добавлю. Да, пожалуйста. Дело в том, что вот я уже начинала об этом говорить, что не надо ничего покупать заранее. Понимаете? От того, что вы что-то сейчас купите в тех же аптеках, это не будет эффективно на тот период времени, когда вы почувствуете себя больным. Естественно, надо будет проконсультироваться с врачом, и врач должен вам четко пояснить, нужны ли вам жаропонижающие. Если ваш иммунитет довольно-таки на высоком уровне, достаточно просто лечение без каких-либо препаратов под контролем врача. Вы понимаете, иногда можно навредить себе, принявши необъяснимую таблетку. Вот вы пришли в аптеку, вам посоветовали тот или иной препарат, но вы не знаете, как его принимать, зачем его принимать, по какой схеме. Поэтому обязательно нужно будет созвониться со своим доктором. Даже если вы хорошо себя чувствуете, замечательно, вы созваниваетесь с врачом по телефону, вам корректируют и назначают то лечение, которое конкретно в данных условиях для вашего организма, для вашего состояния будет Понятно. эффективным. Я понимаю, что вот следующий мой вопрос вы тоже можете раскритиковать и сказать, что он не по адресу, но тоже, мне кажется, важно его задать. Мы уходим на карантин, получается, правильно? Естественно. С какого числа? С сегодняшнего. Вот с сегодняшнего дня мы уходим на карантин, получается, рынки закрыты, общепит закрыт, люди остаются... Рынки с 27-го. И общепит с 27-го, да. Вот все это закрывается, люди остаются без работы и должны сидеть дома. Ставился ли вопрос вот следующий? Они не работают, зарплат нет, у многих кредиты. Многие должны как-то в принципе оплачивать. Это то, что мы получали в течение 2 дней. Это то, что людей по-настоящему беспокоит. Люди останутся без зарплаты. А кто вам сказал, что люди останутся без зарплаты? Госслужащим платить буду. А кто заплатит официанту, который работал в каком-то ресторане, и ресторан не работает? Ну, во-первых, проговаривается, что некоторые уже руководители объектов общепита подали заявку в администрации городов, районов о том, что они будут заниматься доставкой. То есть их сотрудники будут выходить на работу, будут закрыты сами залы для работы. Но доставка, служба доставки, ее никто не отменял, и она будет востребована. И, естественно, будет руководителям таких объектов создано все необходимое для того, чтобы какая-то минимальная продукция доставлялась. Так вот, например, и я была сегодня даже поражена. Некоторые предприниматели взяли на себя обязанность обеспечить медицинских сотрудников бесплатным питанием. Так будет обеспечена наша инфекционная больница. То есть даже бесплатно это будет делаться. То есть сотрудники будут выходить на работу, работать в тех условиях, в которых мы им предписываем, да, будут измерять себе температуру, будут профилактировать именно вопросы собственной безопасности, и в то же время они будут делать доброе дело. То есть они будут работать в закрытом учреждении и заодно кормить наш... Но это, я так понимаю, не так много В частности, ресторанов. если коснуться экскурсионной деятельности, люди, у которых экскурсионные организации, они реально на сегодняшний день понесут убытки. И, конечно,
Мы если чуть-чуть пофантазировать, Ну, если бы государство могло бы субсидировать, компенсировать их убытки, то У намного нас еще легче есть было. время обсудить то, что вам хочется сказать. Я задаю вопросы, которые меня попросили наши граждане задать, не могу их не задать. Это людей беспокоит, потому как люди пытаются Остаются распланировать, без работы, на что конечно. им жить. У всех разное финансовое положение. Конечно. Один вопрос в этом направлении задаю и обсуждаем темы, которые вы считаете нужными. Вы, как люди, причастные к работе по борьбе с коронавирусом, ставили вопрос, ну, условно скажем, какие-то замораживания этих кредитов, процентов и так далее, ставили вопрос перед правительством? Я понимаю, что этот вопрос не конкретно к вам, но к вам как к одному целому, который с этим борется. Кто-то об этом задумывался? Ну, может быть, после того, как мы этот вопрос подняли, кто-то задумывается. Зураб Амехович, больше не буду задерживать. Пожалуйста, Я что вы прежде хотели всего сказать? совершенно в другом русле говорю. Вот то, что касается зарплат, вы говорите, там официантка не получает, вы абсолютно правы. На это есть правительство, это головная боль правительства. Решать с банками, с банковской системой, это совершенно не главное. Сегодня тут мы говорим так, как будто бы у нас все хорошо. Поймите, мы не Богом избранная нация. Если у наших соседей с каждым днем количество увеличивается, и когда говорят, что у нас его нет, я совсем со многими не согласен. Пусть никто не боится, не пугается, но он у нас есть. Вопрос в другом. Вопрос в другом, что у нас не выявлен. И у меня вот тут много вопросов ко всем. В том числе и правительству. Во-первых, все, что мы говорим, все, что я слышу, все вот эти, как и указания, собирался Совет Безопасности, все в будущем. Они говорят, будущего лица, мы сделаем, мы привезем, мы увезем и так далее. Сегодня вы поймите одну вещь. Сегодня во всех ведущих странах, как на войне, президенты этих стран выступают чуть ли не каждый день с обращением к народу, и идут сводки, как во время войны. Какие ваши предложения? Вот, да, моих предложений очень много. Первое, что народ должен знать, что нас это коснется, это раз. Нас это не обойдет, как бы мы ни хотели, мы просто единственно должны быть готовы. Мы обсуждаем ту тему, как оснащены больницы, как все это финансируется. Я вам скажу одно, что заседание Совбеза было вчера, до этого было, по-моему, месяц назад. Все эти заседания очень запоздалые. Это все надо было делать в декабре, максимум в январе, а не сейчас вспоминать. Сейчас, пока мы привезем, завезем, увезем, поверьте мне, сама природа нам помогает, где-то к маю все пойдет на спад из-за тепла, из-за погоды и так далее. И потом мы это можем опять получить осенью и зимой. Поэтому народ должен знать четко, что коронавирус в Абхазии есть. Я могу это сказать с уверенностью. Не потому что есть, просто еще раз повторяюсь, вы не пугайтесь. Не надо его бояться, как черт ладана. Дело в том, что у нас нет выявленных. Нет выявленных, потому что мы не были подготовлены, и медики, и не были подготовлены само население с температурами, многие лежали. Вы прекрасно знаете, вот правильно говорит коллега, дело в том, что вы, наверное, помните, и население знает, что где-то, грубо говоря, в ноябре, где-то в декабре у нас был всплеск, когда у нас массово поступали больные с гриппом, с осложнениями, с пневмониями, лечились. В детской больнице было очень много, в госпитале было очень много военнослужащих, очень много были больные во всех больницах Абхазии. На сегодняшний день, вот поверьте мне, и доктор подтвердит, у нас очень резкий спад. На сегодняшний день у нас в военном госпитале ни одного военнослужащего ни с ОРЗ, ни с бронхитами нет. Обычно их очень много. То есть все это пошло на спад. Вопрос в другом. Не надо обманывать население. Нас он не обойдет стороной. Наш западный сосед с каждым днем там увеличивается, то же самое и восточный сосед. Слава Богу, есть интернет, люди смотрят, какая идет там геометрическая прогрессия. Вопрос в другом. Как с этим бороться?
Конечно, правительство, конечно, врачи сделают все возможное. И кредитами решит вопрос премьер-министр, и врачи будут бороться до конца, и лаборатория будет делать все свое необходимое. Вопрос в другом. Ничем никто не поможет. И так грубо я скажу, да, иногда бываю очень грубым, но я такой. Готовы ли мы, государство, народ, не дай бог, если у нас будет такая же вспышка, как в Италии? Не готовы. Ни государство не готово, ни врачи не готовы. И самое страшное, вот к чему я хочу вернуться, не готов народ. Не готов народ, абсолютно не понимает. Вот я вам просто вкратце скажу. Италия – богатая страна, ну, может, не самая богатая, но благополучная европейская страна. Рядом Румыния, Болгария, Греция, которые жизненный уровень намного ниже. Ну, почему в Италии такой всплеск, а в Румынии, в Болгарии нет? Потому что они ментально похожи на нас, на кавказцев. Они абсолютно пренебрегали всем. Проводили футбольные матчи, не закрывались театры. Там в Ла-Скала шла опера, ходили в кафе, в кинотеатры и так далее. То есть они к этому относились несерьезно. И получили то, что получили. Это раз. В основном, когда пошел вот этот как смертный случай, да, потом сами абсолютно прав доктор, основным источником стала больница. Основным источником стала больница. Уже те, которые лежали, к этому ко всему больничная инфекция. Значит, и плюс еще сами же врачи. Они недопонимали, уходили домой, и они являлись уже источником инфекции. Так же будет и у нас, если мы не будем подготовлены. И самый важный аспект. Никто не спасет никого, если он сам не будет себя выполнять самые элементарные вещи, то есть гражданин. Сегодня каждый гражданин Абхазии должен понять одну вещь. Первое – самоизоляция, возможность выезда вообще, ну, у многих есть в деревнях дома, там свои приусадебные участки. Да куда хотите, главное находиться на территории своего жилья. Кто в квартирах, проветривать комнаты, постоянно мыть руки, обычный дезраствором, не дезраствором, мыть спиртом, чачей, чем хотите. Элементарно это такие вещи, которые может себе позволить любой человек, проживающий в Абхазии. Самоизоляция самое главное. Самое главное, самоизоляция, не выходить. Самоизоляция для того детей, стариков, чтобы они не выходили. Лишний раз не выходить на улицы, сидеть дома. Это не то, что я там пугаю, что он у нас вот здесь поголовно все будут умирать. Нет. Но надо, если человек не думает, вот смотришь в городе, по берегу гуляет, все. Если человек не думает о себе, не переживает и не думает о своей жизни, пусть они подумают о своих детях и о своих стариках. Каждый человек, вы понимаете, мы только сообща можем с этим бороться. А все перекинуть на шею государства и врачей, это не получится. Что касается нас, медиков, уже, конечно, собирались, есть какая-то такая дорожная карта, мы уже прекрасно, мы сегодня все это обсудили. Головным, значит, учреждением становится, я это подчеркну, как его, Гудаута, больница ЦРБ Гудаутская. Почему? Много сейчас будет вопросов. Была озвучена инфекционная больница и была озвучена... Я думаю, что почему не так важно, да. Главное, что Нет, это очень важно. Почему именно в Гудаутах? Потому что помимо могут поступать дети, могут поступать беременные, могут поступать с коронавирусом люди, изоляция. Мы говорим о постановлении, значит, Совета Безопасности. Ну, честно говоря, вот мое мнение, оно работает абсолютно, нулевая работа. Приведу пример. И за свои слова я отвечаю. Приведу пример. Как борются везде. Все трассы перекрываются, выходят все силовики. Перекрываются трассы с деревень, перекрываются трассы в город. Никаких передвижений с деревни в деревню, никаких передвижений в городах. Весь общественный транспорт не работает. Ни поезда, ни метро, ни автобусы, ничего. Передвигаются люди только на личном транспорте, только по крайней нужде.
и точка. Этого ничего не делается. То, что мы приняли такое-то постановление, и вот через 3-4 месяца нам придут медикаменты, поверьте мне, через 4 месяца и нужды в этом не будет. Все успокоится само. Все за нас природа сделает. Но надо прежде всего обращаться к населению. Я вас призываю, я вас прошу, убедительно прошу, своих близких, всех граждан Абхазии, не выходите, пожалуйста, без нужды на улицу. Обрабатывайте руки, я не знаю, носите маски. Вот эти всякие, я понимаю, но ни одного еще не было покойника, кого не похоронили. Не надо скапливаться на похоронах, на свадьбах и так далее. Мы по бумагам все отменили, все как проходило, все и проходит. Вы поймите нашу ментальность, пока жестко мы это все не пресечем, все как было, так и будет. Спасибо Я большое. извиняюсь за эмоции перед зрителями, конечно, но это Спасибо все вам очень наболело. большое. Мне кажется, прозвучали очень важные слова, которые должен услышать каждый. Рудольф, все-таки хотел бы вернуться я к абхазо-российской границе. Не обсуждать то, что мы уже обсуждали. Просто задать вам вопрос. Кто будет контролировать случаи нарушений и какое будет наказание за нарушение? А нарушение какого характера? Пересечение абхазо-российской границы, группы туристов в количестве 30 человек, которые приедут и поселятся в какой-нибудь пансионат, не буду называть города и так далее. Это контролироваться будет вот прям однозначно? Спасибо за предоставленное слово. Как раз хотел вернуться к границе. Вот первое, что я хотел бы сказать, в интернете очень много говорится о том, что пропустили, запускают. В первую очередь это касалось первого ограничения иностранных граждан. Ну, в интернете, я думаю, все сталкивались, Facebook и тому подобное. Хотел бы обратиться к нашим гражданам, не просто писать, говорить, рассылать там, а непосредственно действовать. Если есть недоверие, например, к пограничному отряду, Да, говорят, что некоторые за деньги пропускают. мы сами заинтересованы выявить этих людей, если это имеет место. Могут Есть обратиться анонимно? прокуратура, Куда могут обратиться? обратиться анонимно. Если не к нам, есть военная прокуратура, есть генеральная прокуратура. Вот хотелось бы, чтобы поменьше говорили, а по факту делали. Безусловно. Мы сами заинтересованы в этом и сами будем содействовать. Спасибо большое. Астамур Хицкурович, вот в принципе аналогичный вопрос касаемо там размещения в отелях, в гостиницах. Как вы будете контролировать этот У вопрос нас сегодня завтрашнего нету утра? запрета, не стоит запрета о размещении в гостинице и в отеле. Но видите, какую серьезную проблему мы выявили? запрет, ну сейчас зачем вдаваться в детали, все прекрасно знают и читали это распоряжение. Запрет стоит на экскурсионную деятельность, а на размещение в отеле, в гостинице запрета нету. Сегодня гражданин Российской Федерации пересекает границу, уже я повторяюсь, и заселяется в гостиницу. Но там же в распоряжении написано, что службы специальные должны произвести контроль. Вот, Так Анжела что- Алексеевна, этот запрет нам нужен? Нужен. Я Давайте думаю, все что вместе нужен. обратимся к компетентным органам и попросим запретить расселять отдыхающих в наших гостиницах Нет, и отелях. стоит, Нет? Нет, ну вы уже затрагиваете политические вопросы. Дело в том, что Расскажите. ну так, в кулуарах, нет, опять-таки на уровне слухов, да, мы делаем какие-то ограничения по отношению к гражданам России, тут же адекватно получим в 2 раза больше меры с их стороны. Ну, этого делать не надо. Вот абсолютно правильно говорила коллега сегодня на совещании, да, не надо с этого вируса делать какого-то черта. Вы поймите одно, надо жить спокойной, нормальной жизнью, и все будет у нас нормально. И курортники будут, и отдыхающие будут ездить. Просто все это надо ограничить. Прежде всего, наши граждане не должны лишний раз ходить и выходить. А что касается туристов, отдыхают в гостиницах, вот там должен быть контроль. Контроль, я имею в виду, ну, насколько я осведомлен, в каждой нормальной, ну, в гостинице, наверное, вряд ли, но в санаториях имеются фельдшера, врачи и так далее. Вот на себя каждый районный главврач знает, он на 100%, какие там у него гостиницы, санатории, взять под контроль, хотя бы иметь линию связи, чтобы при малейшем
чтобы не таскали его туда-сюда, чтобы бригады выезжали к ним на место. Вот, кстати, вот на этом хочу и поставить такой акцент. Это самое важное. Многие думают, что заболели, что-то там у него не то, и бегут сразу в больницу. Неправильно. Это все неправильно. Я приведу пример даже с нашей больницы, как мы работаем. Сегодня многие поликлиники тихо, культурно переходят на бесконтактное общение с больными. То есть все звонят по телефону своему лечащему врачу, говорят о своей симптоматике. Врач с ним ведет беседу, делает какое-то назначение. Если вдруг состояние ухудшается и так далее... Мы это обсуждали? Мы это не обсуждали. Саид, если мне разрешат закончить, как бы Да, то, что я начинал. Наша задача, нашего ведомства сегодня проинформировать наш бизнес, какие правила игры сегодня ставят в данной ситуации. Ситуация, Да, конечно, пожалуйста. катастрофическая, но не стоит поддаваться панике на самом деле. Просто, еще раз говорю, быть самосознательными и понимать, что происходит. Сегодня многие туроператоры с российской стороны пишут, вот в Абхазии закрыто бронирование. Бронирование на летний курортный период открыто. Пожалуйста, бронь продолжается. То есть вот такие аспекты, детали, в которых люди не разбираются, но работают в этой сфере, мы им объясняем и разъясняем, чтобы было понятно, как сегодня работать в данной складывающейся ситуации. Ну вот, спасибо большое. Все-таки вернемся к этому вопросу, который вы обсуждали. Ну, мировая практика. Развитые страны с развитой дипломатией, признанные страны, самоизолировались, закрыли свои границы. Разве это кого-то оскорбило, ну вот если говорить простым языком, разве это привело к мысли, что вот итальянцы закрыли свою границу и соседи, которых вы перечислили, разорвали дипломатические Я абсолютно отношения? с вами согласен. Здесь, почему мы этого не можем здесь сделать? Всегда, где политика, всегда экономика. Да? Мы почему не можем это себе позволить? Дело в том, что, допустим, социальный пакет Соединенных Штатов, да, вот когда они тоже закрыли, каждому, который не выходил на работу, я имею в виду тоже, как вы говорите, там оплачивали в месяц 1500–2000 долларов. Такое, естественно, наша страна позволить не может. Сегодня у нас 90% тех, которые работают не в государственной системе. У нас нет ни заводов, ни фабрик. Они работают, все гостиницы, санатории, они все частные, в частном секторе. Не пришел, не поработал, ничего не получил. Но мы готовы жертвовать жизнью людей для того, чтобы вы, ну, Это образно тоже- говоря, зарабатывали деньги. Отвечаю, я на этот вопрос уже ответил. Каждый гражданин должен себе сделать выбор. Что ему важнее? Ему важнее выжить Жизнь или или заработать деньги? Да. деньги? Ну, слушайте, конечно. пока каждый гражданин для себя будет определяться, мы находимся под угрозой. Мне кажется, что вы, Людмила, со мной согласны, потому как вы тоже как-то отреагировали. Ваше мнение, пожалуйста, и вот потихоньку будем завершать. Вы понимаете, я вам могу сказать следующее. Если мы не будем контактировать с этими отдыхающими, как вы говорите, мы не заболеем. Ну все, мы, мне кажется, услышали Мы не ответ на этот заболеем. вопрос. Вы понимаете, никакое государство, сколько бы оно ни требовало или не вкладывало финансов, не делало распоряжений и так далее, с этой инфекцией бороться очень легко. Как сказал вот Амехович, да. что просто нужно каждому уяснить, что если вы не встретите источник инфекции в виде больного человека, вы не заболеете. Это главное. Значит, все-таки это может быть одной из действенных мер в борьбе с коронавирусом. Уважаемые гости, мы уже час работаем в прямом эфире. Я бы попросил, если есть желание, на заключительное слово, в очередной раз обратиться к нашим гражданам, призвать к чему-либо. Ну, Пожалуйста, наверное, да. Зураб Михайлович. Я обращаюсь ко всем гражданам Абхазии. Ну вот просто убедительно к вам просьба. Не бояться ничего, не паниковать. Все идет в обычном режиме. Но единственная просьба – самоизолироваться. Как можно меньше и реже выходить на улицы. Особенно, что это касается людей преклонного возраста, наших детишек. Я вас, вот убедительная просьба. Как можно меньше выходить именно в ту среду, где вокруг вас окружает много людей. Вот у меня вот только единственное такое.
Просьба, так что... Да, Назрунович, Анзор как? Назрунович, пожалуйста, может, вы тоже присоединитесь, медикам может слово быть, представить. призовете людей. Посыпать себе голову пеплом не надо. То, что какие-то меры есть, которые прописаны уже и озвучены сегодня, их придерживаться и следить за тем, кто к нам заезжает. И я думаю, что мы справимся с этой задачей. Да, Людмила, вам слово и, пожалуйста. Точно так же присоединяюсь к своим коллегам, и ко всем здесь присутствующим, о том, что ни в коем случае не надо паниковать, не надо бегать на рынок, не надо закупать продукты. Да, я понимаю, что даже я сегодня была на рынке. Почему? Потому что у меня 2 пожилых человека, и я их просто посадила на замок. Я их просто закрыла и сказала, что выходить на улицу вы не будете. И если вам что-то потребуется, я всегда как бы смогу обеспечить вас. И я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен сделать то же самое. Как самоизолироваться, при этом не выходя в магазин и не купить продукты? Вы понимаете, выходить надо только по строгой необходимости. Спасибо Не большое. надо бегать, гулять, развлекаться, общаться с друзьями, контактировать и так далее. Вот если нужно непосредственно купить что-то на сегодняшний день, выйти купить. Магазины будут работать в обычном режиме, особенно с продуктами. Рудольф, пожалуйста, У ваше меня слово. буквально пару слов. Да. Первое, это, конечно, не поддаваться панике. И второе, относиться с пониманием, если будут вводиться какие-то ограничения. Спасибо. А как-то их контролировать будем, тех, кто не отнесся с пониманием? к ограничениям? Мы выполняем те задачи, которые перед нами ставятся. Такая задача стоит? Вот те ограничения, которые говорятся в постановлении, мы их выполняем. А касаемо граждан России, если конкретно задача будет стоять, не пропускать никого, тогда будем. Спасибо большое, Астамур Хицкурович. Спасибо большое за рекомендации, которые мы сегодня услышали от наших профессионалов. Мы, конечно, проявим сознательность и будем им придерживаться. Также я хотел бы поддержать нашу погранслужбу. Говорили о фейковых случаях, которых заполняется интернет. Давайте вот по каждому вот этому фейковому случаю, который недостоверный, будем детально разбираться и приходить к общему результату. Спасибо, Анжела Алексеевна. Давайте с вами тезисно подведем итоги сегодняшней встречи. Что нужно делать, и потом ваше обращение. Я согласна со всеми участниками. Мы пока учимся, потому что мы никогда ранее с такой проблемой не сталкивались. Поэтому, если какие-то есть огрехи или ошибки, мы должны учиться все вместе, помогать друг другу. Потому что мы, медики, одни никогда не справимся. Если у нас будет взаимопонимание и взаимопомощь, там в той же самой волонтерской службе, во всех областях, я думаю, с этой проблемой мы справимся. Что касается самозащиты, вот просто хочу сделать некоторые акценты. То есть для тех, кто носит маски, правильно. Маску носить надо правильно. Не прикасаться к наружной поверхности маски, к лицу, потому что эта инфекция в основном контактная, поэтому снимать ее правильно за завязки. Обрабатывать руки спиртсодержащим или хлорсодержащим веществом. Обязательно так. В интернете есть всевозможные способы обработки рук. Это самое основное правило. Обрабатывать то, к чему мы чаще прикасаемся. Наш телефон, поверхности. Я думаю, что процентов на 60 мы себя защитим. Так что давайте... Ну вот что-то капать в нос, в горло, вот ради профилактики нужно? Что касается промывания ротовой полости, лучше солевой раствор. Рекомендует Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ. И то же самое можно с носом делать, но это для того, чтобы было это не так неприятно. Это может быть аквалор, аквамарис, который представляет себе морскую соль. Поэтому это самые основные рекомендации. Сейчас очень популярно говорить, что помогает чеснок. Нет, это не доказано. Но это наши бабушки, дедушки рекомендовали, но пока доказательной базы нет. Вы просто извините, что я задаю вопрос. Еще один короткий вопрос. Вот это же заболевание легких, да, там происходит? Нет, это осложнение. Ну да, осложнение. Есть смысл, вот как в детстве, очень много об этом пишут, я не знаю, вскипятить эвкалипт, накрыться одеялом, подышать этим. Нет. Все. Ни в коем случае. Это все важно было услышать? При развитии одышки это первое показание — обратиться к врачу. Никаких эвкалиптов точно нельзя.
Большое вам спасибо, уважаемые телезрители. Мы тоже призываем вас прислушаться ко всему, что здесь было озвучено. Очень просим вас находиться дома. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. До свидания.